За 3 недели работы медицинских бригад из России уже более 4600 наших детей прошли диспансеризацию. Одномоментно в разных районах республики работают 4 группы врачей. Чаще всего среди выявленных патологий заболевания опорно-двигательной и эндокринной систем. Часть детей, нуждающихся в лечении, направлена авиатранспортом в медучреждения. Нуждающиеся в дополнительном обследовании будут направляться в федеральные медицинские центры, сообщил министр Эдуард Будпа. Напомним, что масштабная диспансеризация в республике началась 12 февраля. Акция продлится до конца мая. Предстоит обследовать около 30 тысяч детей. Подробно о том, как проходит акция, мы и расскажем в сегодняшнем выпуске. Вы смотрите программу «Пациент». Мы выходим в эфир по вторникам на канале Абхазского телевидения. Диспансеризация детского населения не первый раз проводится в Абхазии. Всемирный абхазо-абазинский конгресс совместно с Минздравом проводили частичную диспансеризацию учащихся сельских школ. Тогда медицинские осмотры прошли около 3000 жителей сел, в основном дети школьного возраста. Всего были охвачены 24 населенных пункта. Эту колоссальную работу помогали провести более 90 медицинских специалистов. Нынешняя диспансеризация детского населения осуществляется специалистами из России. Она более полномасштабная. Ежедневно 4 бригады врачей проверяют здоровье детей в разных районах Абхазии. Бригады укомплектованы практически всеми специалистами. Это специалисты из федеральных лечебных учреждений Российской Федерации, в том числе и из головного ведущего научного центра здоровья детей, город Москва. Это было предварительно согласовано, количество бригад также. Охват планирует быть достаточно большим, порядка 30 тысяч детей, то есть практически все детское население нашей страны в возрасте от дошкольного, включая школьный весь возраст. Поэтому, в принципе, задача достаточно объемная и масштабная, но поэтапно мы решили, что этот вопрос будет полностью решен практически до 1 июня, то есть включая май месяц. Пока ориентировочно так. Для того, чтобы всех охватить, понадобится приблизительно такое количество времени. Все врачи задействованы, это наши коллеги из Российской Федерации. Средний медицинский персонал – это коллеги медицинские сестры из разных медицинских учреждений Абхазии. И мы им очень благодарны, это серьезный труд. Сейчас массовая диспансеризация, да, таких масштабов в Абхазии никогда не было, чтобы мы за день могли брать там около 400 детей сразу в разных районах. Но последние годы с помощью ВАКа, как вам известно, и вы тоже не раз об этом говорили, значит, не такими масштабами, но очень детально наши дети были обследованы в разных регионах, получается, тоже страны, профильными специалистами. Также у них брался биоматериал в виде крови, и это был всегда вакуумный забор. Ну, по ГОСТам сегодня брать кровь у детей школьного возраста с пальца уже не рекомендуют. Поэтому мы с уверенностью пошли на массовое взятие биоматериала с вены. Ну, последние 10 лет занимаемся тем, что обучаем наших медицинских сестер вакуумному забору, флеботомии. Практически ежегодно у нас проходят сертификационные циклы, что в том числе нам позволило быть готовыми к такой вот массовому взятию крови у детей вакуумными системами. В целом наши дети тоже приобщены уже к вакуумному забору. Почему этому уделяют столько внимания? Потому что было много вопросов. Почему не с пальца? Почему с вены? Это более травматично, на самом деле это менее травматично, это более достоверно. И мы на этапе преаналитики не допускаем ошибок. Кроме того, благодаря такому подходу мы имеем возможность возвращаться к ребенку, то есть после обследования нашего маленького пациента, если один из специалистов считает необходимым исследовать более развернутые показатели, скажем, там гормоны щитовидной железы,
Да, не просто ферритин, что вот мы сегодня очень рады, что мы имели такую возможность и ферритин определять, я вернусь к этому вопросу, развернутую биохимию делать или еще какие-то показатели, которые нам сегодня доступны. То есть не всем детям делается такой спектр, но если кому-то из детей будет необходимость этот спектр сделать, мы вторично не берем кровь, биологический материал в виде сыворотки заморожен, и по предписанию конкретного врача этому ребенку делаются дообследования. Да? И, значит, если показатели в норме, замечательно, если нет, соответственно, уже с нашим местным педиатром, который закреплен за этой школой или за этим участком, да, дальше они будут, это уже второй этап диспансеризации, этого ребенка будут дальше вести. Диспансеризация началась с Сухума. Первые российские врачи посетили 10-ю среднюю школу. Затем, согласно установленному графику, бригады продолжили работу в районах Абхазии. По необходимости количество бригад будет увеличиваться. Изначально с коллегами из России были согласованы география, количество, плотность населения, возрастной состав обследуемых. Диспансеризация охватит не только государственные образовательные учреждения, но и частные школы и детские сады. Очень помогает нам в этом плане, естественно, Министерство образования, за что им огромное спасибо. Вот, они не так часто в этом участвуют, но и тем не менее по полной подключились. Вот, и правда, хочу им сказать большое спасибо, потому что некоторые вещи для них впервые. Вот, и именно в плане организации такого масштабного медицинского исследования, но они великолепно справляются. Наши специалисты из министерства участвуют в организационном плане. Вот. Очень большая часть на абхазской стороне также лежит. Это и в плане обеспечения медицинскими сестрами, это в плане обеспечения логистикой, доставкой расходного материала. Очень большая часть ложится также бременем и на наши лабораторные учреждения, потому что практически 400 анализов ежедневно выполняется в рамках наших 2 лабораторий. Поэтому нагрузка достаточно серьезная. Вот, и пока, слава богу, мы с этим справляемся, поэтому на нашей части работы тоже очень такая серьезная нагрузка, поэтому пока все идет по плану, слава богу. Конечно, хочется поблагодарить наших коллег из Российской Федерации за их самоотверженный труд, за профессионализм, за то, что они ежедневно обследуют наших детей. И даже после своего рабочего времени по диспансеризации готовы консультировать наших проблемных деток. И отдельное спасибо, безусловно, нашим педиатрам, которые дальше будут вести детей. И вели до сегодняшнего дня, и будут. Это такой здоровый тандем, да, во взаимодействии наших специалистов со специалистами Российской Федерации. Мы посетили Гулрыбскую среднюю школу. Целую неделю врачи изучали здесь состояние здоровья детишек. Вначале осмотрели учащихся этой школы, а затем поэтапно сюда привозили учеников из ближайших сел. Врачи оценили состояние здоровья детей как положительное. В основном детки здоровые. Встречаются легкие проблемы, плоскостопие, нарушения осанки, сколиозы. Но в целом детки очень хорошие, очень воспитанные. Мы прям приятно удивлены. Идут на контакт, общаются, все улыбаются. Ну, на сегодняшний день даже не было каких-то капризов. То есть в основном все рады. В целом укладываются в статистику. То есть если мы возьмем, посмотрим цифры, примерно патология одинаково встречается и здесь, и у нас в России. То есть все примерно похоже. Часто детки говорят, что не делают зарядку. Мне, как ортопеду, хочется, чтобы каждый день 10-15 минут, утром, вечером, все-таки детки занимались. Простые упражнения, которые можно делать дома, турнички, брусья, отжимания. Но это каждому, и девочкам, и мальчикам.
И у вас хорошие условия, пляж, пожалуйста, босиком по гальке гуляйте побольше, хорошо развивает стопы. Для нашей воронежской бригады это не новинка, то есть мы часто ездим на диспансеризации, и когда есть возможность помочь, нужно всегда помочь, почему нет? Все очень хорошо, вообще замечательно, мы все абсолютно рады, абсолютно довольны. Немножко погода, конечно, подводит, но в целом здорово, здорово. Спасибо за такое гостеприимство, все классно. В основном детки здоровые все. Какие выявила нарушения ритма у деток, они не являются какими-то критическими, не требуют какой-то коррекции. Кому-то написала, что просто периодически нужно повторять. Диспансеризация оформлена, все здорово, все детки хотят обследоваться, родители доброжелательно настроены. Детки радостные выходят. Но вы, как кардиолог, может быть, какие-то рекомендации дадите мамам? Вот, что нужно детям соблюдать, делать, чтобы сердечко было здоровым? Заниматься спортом, вести активный образ жизни, заниматься спортом. Первый раз, никогда раньше не было. Замечательно. Ну, погода немножечко. Но это уже все-таки февраль, все замечательно. Йода не хватает, но у вас достаточно мало патологии щитовидной железы, потому что детки очень много едят рыбы. И это очень хорошо, что у них очень много морепродуктов, они очень много едят киви, фейхоа, йодированные соли. Вот в этом отношении, конечно, мы просим, еще напоминаем родителям, чтобы они почаще через день или каждый день это использовали. В основном дети встречаются с задержкой роста или увеличением массы тела, и снижением массы тела, тоже мы смотрим. И проблема щитовидной железы встречается не так часто, как в других местах. Конечно, нам бы хотелось, чтобы вот это употребление йод-содержащих продуктов, морепродуктов, рыбы, морской капусты, может быть иногда кальмаров, было регулярным. И тогда проблема щитовидной железы не возникнет. Но йодированную соль нужно? Обязательно. Я думаю, что это является методом профилактики для любой семьи. Есть там проблемы с щитовидкой или нету. Это обязательное. Удобно, очень воспитанные дети, и у нас есть, скажем так, все для нашей работы. И оборудование предоставлено, и радушное отношение, и качественная, скажем так, аппаратура, которая у нас есть, позволяет нам найти какие-то серьезные проблемы. Делаю УЗИ деткам, в основном в большинстве детки все-таки здоровы. Детки патологии выявляю очень немного. У детей наш эндокринолог регулярно посылает, но в основном патологии там нет. Редко выявляю все-таки патологию щитовидной железы. Но какие-то рекомендации, может, как врач дадите детям? Конечно, мамам, хорошо бы проходить УЗИ исследования и при рождении, и потом в 7 лет, и когда ребенок заканчивает школу, чтобы ничего не пропустить. Родители с большим удовольствием дали согласие на проведение диспансеризации, ведь для них это хорошая возможность бесплатно проверить состояние здоровья своих детей. Ведь ни для кого не секрет, что многие специалисты у нас в республике в единственном числе. Это и детский кардиолог, и детский эндокринолог. Диспансеризация проводилась в нашей школе. У меня сын учится в 3 классе. Все, в принципе, восприняли хорошо. Приняли участие и в осмотрах врачей, и анализы сдавали кровь. Очень приятные врачи, очень контактные. То есть осмотр проходил на таком уровне, что было приятно послушать, пообщаться с врачами, рекомендации давали даже тем деткам, которым не требовалось дальнейшее какое-то лечение. Мы очень довольны. Мы больше возлагали надежды на окулиста, потому что сейчас, сами знаете, дети очень часто пользуются гаджетами, телефонами. У нас все в порядке. Все в порядке и с глазками, и вообще. 130 учеников, почти все здесь. И, конечно, это большая возможность, чтобы мы узнали, допустим, на ранней стадии, если у кого-то где-то что-то болит, и быстрее сможем вылечить наших детей. Конечно, огромное спасибо Российской Федерации за такую возможность. К счастью, пока ни у кого ничего не обнаружено. Все здоровы, у всех пока все хорошо. Мы у родителей все спрашивали, без согласия родителей мы бы детей сюда не привели. Они все согласны.
Иашаны шәасҳәап, еилыркааз рацәоуп ахәыҷқәа ргәамбзиара аганахьалагьы, ирыҭоуп ашәҟәқәа нас изыдҵаалаша еиҳарак егьырҭ аҳақьымцәа рахь. Ҳахьырҿцәажәо аҭаацәа гәахәарыла ирыдыркылеит, иҭабуп идуӡӡан ҳәа рарҳәоит аҳақьымцәа, абри еиҿызкааз аиҳабырагьы, ари даара ихәарҭа дууп, ицхыраагӡа дууп Аԥсни аԥсуаа рхәыҷқәа ирзыҳәаны. Аҩызцәа аҳақьымцәа, аҭаацәа, ахәыҷқәа акгьы мшәаӡакәа гәаҭарак рацнаҟәеит ҳәа сгәы иаанагоит. Еиуеиԥшым ачымазарақәа рыԥшаахьеит, ҳашкол аҟангьы, Дранда ашкол аҟангьы, иаҳарак аҷкәынцәа рчымазара, нас абӷахьаа, ашьапқәа плоскостопиа ҳәа изышьҭоуп, сыздырам. Нас еиуеиԥшым ачымазарақәа рыԥшаахьеит, имаҷымкәа. Дәықәырҵеит Драндатәи ашкол аҟынтәи аҷкәын, хәыҷык игәабзиара иахҟьаны. Иацы иааит, исыҳәеит, ҳара аурыс карточкоуп иҳамоу, иасит ахәыҷы ишизааҟарҵаз игәабзиара, иҭагылазаашьа ахәшәтәырҭаан дишьҭоуп, игәалаҟазаара шоу зегьы еилыркааит. Лара ан илзасит, ахәыҷы дрызнагам, игәабзиара шоу еилыркааит. Убыс ианхарҭәаа акарточкақәа хадырҭәаа уажә ижәбеит, убра анацәа рцел номер анырҵоит. Анализ анаҟарҵо аҳақьымцәа ианырхысуа, џьара акырбар ирзасуеит, иаарԥхьоит, ирарҳәоит. Дети с большим удовольствием принимали участие в осмотре, сдавали кровь, а затем с персональной картой обходили врачей, выстояв в небольших очередях. Меня зовут Каракян София Самвеловна, я с Самбекорской средней школы. Мы проверились на УЗИ и сдали кровь. Нерсесян Анита Ашотовна, Авдян Сюзанна Артуровна. Мы в 9 классе учимся. Для нас здоровье очень важно, поэтому наши родители согласились на проверку, диспансеризацию. Да, все было хорошо, я здорова. Мы очень благодарны врачам, они очень хорошие. Ну, и к нам тоже относились очень хорошо. Да, вот так. А как с ними общаться легко? Да, они все приятные были? Да, они все тоже приятные были. Очень хорошие врачи. Мы были у эндокринологов, кардиологов, у нас брали анализ крови, нам очень понравилось. И врачи очень добрые, хорошие, с ними очень легко было найти общий язык. И также очень понравилось, мама тоже была очень рада. Спасибо большое. Все хорошо. Почти никаких жалоб нету. Зрение проверили, зрение тоже отличное. Как известно, предупредить развитие заболевания намного проще, чем лечить его. Избавить малышей и их родителей от неприятностей со здоровьем поможет комплексное профилактическое обследование. Детская диспансеризация – это плановое мероприятие, которое следует проводить регулярно. Оно предполагает всестороннее обследование здоровья и развития ребенка. Основная задача диспансеризации – выявить возможные заболевания и патологии, оценить физическое и нервно-психическое развитие ребенка, а также профилактика болезней и выявление возможной предрасположенности к ним. У нас часто встает такой вопрос, бывает такое, когда в обществе начинает муссироваться та или иная тема, при которой значит, что-то ставится под сомнение, касающееся медицинской части. Иногда это касается вакцин, это пресловутая тема со всякими сомнительными иногда бывает подробностями, удивляешься, удивляет, откуда это берется иногда. Вот, поэтому здесь периодически такие вещи возникают, но в первую очередь это происходит из-за того, что человек мало знает о том или ином виде диспансерного обследования, о том препарате, вакцине или чем-то еще. Поэтому здесь имеет важное значение именно просвещение. К сожалению, вот этого не происходит. Иногда грешат этим и наши коллеги, в том числе, к сожалению, которые не разделяют мнения. Некоторые, например, так называемые антиваксеры, такие тоже есть. Это я, что касается вакцин, беру. Хотя я категорически всегда за и всегда пропагандировал то, что вакцинация должна быть у детей. Это доказано еще с советских времен.
Поэтому здесь лично свой пример всегда привожу. Мои дети, они вакцинированы по полной программе, все как положено. И сезонные вакцины, и все плановые, которые должны быть сделаны. Поэтому здесь не стоит в этом заниматься ни разу. Что касается доверия, тут уже каждый решает сам, понимаете. То есть, мне кажется, уже пора все-таки немножко более серьезно относиться к таким вещам, как профилактика в системе здравоохранения. Вопрос доверия, в частности, касаемый диспансеризации. Специалисты высокого уровня, те специалисты, которые им в помощь с нашей стороны, это медицинские сестры, флеботомисты, в том числе медсестры, там, ЭКГ, специалисты по забору материала, тоже все прошедшие специальное обучение, у которых есть, значит, специальные знания для этого. Между прочим, наши коллеги из Российской Федерации были приятно удивлены навыками наших девочек, потому что все было организовано на достаточно хорошем уровне. Эта диспансеризация отличается от других, скорее всего, спектром, предоставляемых консультативных услуг. То есть практически все специалисты детского профиля здесь присутствуют. Это там и терапевты, инфекционисты, урологи, гинекологи, кардиологи, неврологи. То есть очень много специалистов. Перед этим, значит, берется информированное согласие у родителей. То есть мы предупреждаем родителей, дается перечень тех или иных видов консультативной помощи, которые могут быть оказаны. Родители могут с чем-то согласиться, с чем-то нет. Пожалуйста. Биоматериал может быть взят, может нет. Это тоже, естественно, на выбор. Но и тем не менее я рекомендую, если есть такая возможность, чтобы ребенок все-таки был полностью обследован. Что входит в перечень исследований первичный в рамках скрининга? Это общий анализ крови, это общий анализ мочи, глюкоза и ферритин. Не просто так глюкоза и ферритин, вы можете спросить почему. Потому что, как известно, на сегодняшний день не только в Абхазии, но и во всем мире анемия стала таким, это бич. Как известно, в конце прошлого года анонсировали, мы были на этом профильном мероприятии по здравоохранению РФ, где было озвучено, что 90% женщин России с анемиями, в том числе и девушки пубертатного периода, и 30% мужчин и детей. То есть здесь такое разделение по полу, но 90% это очень серьезная цифра. Те наблюдения, которые у нас были по предыдущей диспансеризации и в целом по наблюдению за нашими детьми, тоже говорили о том, что у нас есть проблема по железодефициту. Это больше латентный железодефицит, но, значит, мы уже подозревали о такой большой проблеме, что массово, да, дети имеют дефицит железа. И благодаря включению в перечень этого скринингового исследования такого показателя, как ферритин, это недешево, но оно того стоило. И, значит, у нас есть возможность каждому ребенку делать этот показатель. И на сегодняшний день мы убедились, что из тех более 3000 детей, которые обследованы, там практически у каждого второго ребенка мы наблюдаем этот латентный железодефицит. Хорошо, что мы об этом знаем. То есть пока это не вышло в какую-то выраженную анемию, будет возможность с помощью препаратов железа, более сбалансированного питания детскому педиатру, детскому эндокринологу сделать назначение каждому нашему ребенку, который в этом нуждается, и решить этот вопрос.
ходе диспансеризации невролог выявил у одного ребенка редкое заболевание – нейропатию. Благодаря телеконсультации с федеральным центром будет назначено необходимое лечение. Все результаты осмотров передаются в поликлинике по месту жительства каждого ребенка, а дальше уже педиатрическая служба принимает эстафету. И в зависимости от того, какое будет заключение профильных специалистов, будут приниматься необходимые меры. Если ребенку необходимо дополнительное обследование, оно ему, соответственно, будет предоставлено. А если необходимо лечение и даже за пределами Абхазии, то Минздрав республики будет стараться организовать лечебный процесс за пределами нашей страны. Уже в процессе возникали случаи, при которых понадобилась неотложная консультация, благо на базе республиканской больницы организован пункт телемедицины, при котором мы можем связываться уже с федеральными лечебными учреждениями и научными центрами Российской Федерации на консультативной основе. То есть мы онлайн можем, уже связывались, даже были прецеденты, связывались по деткам, для того, чтобы прояснить вопрос дальнейшей тактики ведения пациента с Российской Федерации, с коллегами по телемедицине. Все прошло удачно, оказана необходимая пациенту помощь, и он запланирован на дальнейшее лечение. Единственный акцент, на чем у нас был сделан в этот раз конкретно, это на гемоглобине, если уж говорить по-простому, а точнее низкий уровень гемоглобина, то есть гемоглобинопатия у детей. Это сейчас очень является большой проблемой во всем мире. Тенденции к тому, что у детей низкий уровень гемоглобина, он везде. Это связано как с алиментарным, то есть пищевым фактором может быть связано, так и может быть связано с некоторыми заболеваниями фоновыми, которые бывают у детей. Поэтому причину мы хотим выявить. То есть мы не просто констатируем факт того, что у детишек низкий гемоглобин, но и причину выявить. Поэтому в данном случае именно в разрезе низкого уровня гемоглобина мы делаем заборы дополнительные анализов крови на ферритин и некоторые другие профильные анализы. Поэтому конкретно эта диспансеризация, помимо широкого профиля специалистов, в рамках непосредственно лабораторной части акцент делает на низкий уровень гемоглобина. Каждый день, благодаря нашим коллегам из РФ, есть электронная база, то есть каждый ребенок, который проходит диспансеризацию в каждой бригаде, все эти данные во второй половине дня аккумулируются, объединяются, и мы видим по диагнозам МКБ, какой ребеночек с какой проблемой. Есть детки, у которых, к счастью, нет вообще никаких проблем, и таких детей немало. Есть дети с такими проблемами, как латентный железодефицит. Это решаемая проблема. Главное, что мы об этом знаем. У некоторых детей участие мы предполагали, но и сейчас уже в этом убеждаемся, это йододефицит. Да? В целом, все-таки неправильно, чтобы мы сейчас говорили о каких-то еще других дополнительных проблемах. Но однозначно можно сказать, уже по тому количеству детей, которые были обследованы, действительно каких-то глобальных проблем, да, нерешаемых, или чтобы говорить о том, что у нас нездоровые дети, это неправильно, к счастью. То есть получается, первичный этап сейчас проходит, вторичный этап — это когда все данные передаются участковым педиатрам, которые закреплены за школами. Эти данные передаются и в виде карт с результатами анализов, и в электронном виде, база электронная по детям тоже передается. Здесь уже наши педиатры, как и ранее это делали, обзванивают родителей и уже точечно решают проблемы.
Но когда эта проблема явная, диагноз уже выставлен, и ребенок нуждается в стационарном лечении, то это делается экстемпора, здесь и сейчас. Да? На такого ребенка сразу обращают внимание, с одобрения родителей начинается 3-й этап. И сейчас у нас есть возможность это делать при необходимости за пределами Абхазии, да? Не в счет средств самих родителей. Вся база данных передается Минздраву Абхазии не только в бумажном виде, но и в электронной версии. И это ляжет в основу проведения периодической диспансеризации в дальнейшем уже силами местных специалистов. Здоровый образ жизни, правильное питание, отказ от вредных привычек, ранняя диагностика и своевременное лечение – залог долгой и счастливой жизни. Поэтому, дорогие родители, не упускайте возможность совершенно бесплатно обследовать здоровье своих детей. Ведь заболевание лучше обнаружить на ранней стадии. Это даст возможность принять необходимые меры и вылечить ребенка. На этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы и до новых встреч!